Уважаемые коллеги, доброе утро. Пожалуйста. Доброе утро. За прошедшую неделю в городе Якутске произошло 14 пожаров, крупных пожаров не было, значит, гибель одна. Значит, на сегодняшний день количество погибших в городе Якутске составляет 13, в прошлом году 11, травмированных 14, в прошлом году 9. Работаем в штатном режиме. Доклад закончил. Доброе утро. За прошедшую неделю инспекторским составом проведено 14 плановых проверок, 1 внеплановая. Составлено 5 административных материалов по статье 20.4, часть 1 Кодекса об административной КоАП. В отношении физических лиц 3 и юридических 2. Также рассмотрено 2 жалобы. Это все. Пожалуйста. Доброе утро. За отчетный период на территории города Якутска, согласно оперативным сводкам, зарегистрировано 32 сообщения о преступлениях, из которых раскрыто 20. На пульт оператора 02 поступило 1992 сообщения о преступлениях и происшествиях. И числа ранее совершенных преступлений раскрыто 28. Это 1 тяжкий вред здоровью, 1 грабеж, 13 краж, 2 угона, 4 мошенничества, 7 прочих. В специальный приемник было помещено 45 административно арестованных. К административной ответственности привлечено 1386. Работаем в штатном режиме. Доклад окончен. Пожалуйста. Доброе утро. За истекшую неделю в КУСП линейного управления зарегистрировано 7 материалов с признаками преступлений. Из них 1 материал с признаками преступления по 207 статье УК заведомо ложное сообщение об акте терроризма. Так, 18 октября в 21:30 поступило телефонное сообщение о взрывном устройстве возле мусорного бака в аэропорту Якутска. Были подняты все экстренные службы. С аэропорта эвакуировано 65 граждан. По окончанию осмотра аэропорта взрывных устройств не обнаружено. Задержек рейсов не было. Сотрудников ФСБ установлен звонивший гражданин города Якутска, ранее судимый. Так, всего выявлено 35 административных правонарушений, из них в сфере делового законодательства 11, за нарушение миграционного законодательства 9, за нарушение запрета табака 6. С помощью видеокамер выявлено 5 административных правонарушений. На территории оперативного обслуживания проводятся оперативно-профилактические мероприятия «Путина», «Алкоголь», «Торговля», «Арсенал». Так, в ходе ОПМ «Торговля» и «Алкоголь» зарегистрирован 1 материал с признаками правонарушения по статье 14.17.1 за незаконную розничную продажу алкоголя в речном порту. В ходе ОПМ «Арсенал» в аэропорту города Якутска выявлено 2 административных правонарушения за нарушение правил перевозки боеприпасов. Доклад окончен. Пожалуйста. Доброе утро. За прошедшую неделю на территории города Якутска зарегистрировано 5 дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими, в результате которых погиб 1, ранений получили 8. В целях профилактики ДТП выявлено 1129 правонарушений, из них в отношении трезвых водителей 34, за тонировку 32. На специализированную стоянку доставлены 42 автомашины. За нарушение правил остановки стоянки привлечено 12 водителей, эвакуировано 4. За неполнение требований дорожных знаков привлечено 9 водителей грузовых автомобилей. По выявленным недостаткам содержания УДС выдано 7 предписаний. В выходные дни госавтоинспекции проведены массовые проверки, а также рейды мероприятий. Спасибо. Пожалуйста. Доброе утро. На прошедшей неделе госинспекторами Якутского комитета проведено 20 проверок, в ходе которых наложено 8 штрафов на сумму 104 500 рублей. Проводится у нас работа, продолжается работа по предприятиям города, не заключившим договора с Якутской Осетией на вывоз твердых коммунальных отходов. Также продолжается работа по обращениям граждан в округах города и проводится мониторинговый отбор природных средств. У меня все. Пожалуйста. Доброе утро. Эпидемиологическая ситуация по заболеваемости гриппом и ОРВИ в городе Якутске. За 41-ю неделю, это позапрошлая неделя, зарегистрировано 3285 случаев заболевания, что на 4,8% ниже недельного эпидемического порога. За 4 дня прошлой недели в городе Якутске зарегистрировано 2493 случая. Показатель заболеваемости ниже эпидемического порога на 29%. По состоянию на пятницу в городе привито против гриппа 74,6% от плана. Специалисты управления Роспотребнадзора в составе межведомственной комиссии по согласованию мест накопления твердых коммунальных отходов объездили в соответствии с утвержденным графиком 4 округа. Это Гагаринские, автодорожные, промышленные, Сайсарские округа. Подготовлено порядка 100 заключений.
в том числе 56 заключений по местам расположения накопления твердых коммунальных отходов в частном секторе. Управлением Роспотребнадзора за прошлую неделю рассмотрено 24 дела об административном правонарушении в отношении 3 граждан, 11 должностных лиц, 10 юридических лиц. Назначено 9 предупреждений, наложен административный штраф на общую сумму в размере 85,5 тысяч рублей. Доклад окончен. Спасибо. Так, пожалуйста, управление дорог. Доброе утро. В рамках реализации национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» на прошлой неделе были завершены основные асфальтовые работы на всех участках, то есть на всех 19 объектах у нас асфальтовые работы по дорожной одежде завершены. Остались такие работы, как примыкание, автобусные карманы, освещение, элементы благоустройства. В настоящее время ведется работа по улице Петра Алексеева в части освещения, а также элементов благоустройства в виде пешеходных тротуаров. Плановые даты завершения на этой неделе. До конца недели мы завершаем эти работы. По улице Жарницкого у нас ведутся работы по устройству также пешеходных тротуаров. Работают 4 субподрядчика. На этой неделе также постараемся завершить данные работы. Потом по улице Экспериментальной в Мархе у нас на прошлой неделе завершены работы по асфальтированию разворотной площадки на пересечении улицы Экспериментальная, улица Заводская. То есть это означает, автобусная остановка, которая ранее находилась на проезжей части, будет находиться уже в соответствии с требованиями государственного стандарта, и жители поселка Мелиораторов уже не испытают таких трудностей при посадке и высадке. По улице Школьная и Газовиков у нас идут работы по асфальтированию тротуаров. Основные работы по дорожной одежде также завершены. Работы по озеленению и по водоотведению также завершены. По улице Якова Петерса все работы, кроме установки знаков, завершены. На этой неделе займутся установкой знаков. По улице Красильникова основные работы по асфальтированию, по разметке и по установке знаков завершены. Но постараемся уже возобновить движение автобуса. По улице Автодорожная у нас такая же ситуация. Те опоры, которые находились на проезжей части на автобусных карманах, они вынесены. В принципе, объект можно считать уже переходящим, так как элементы благоустройства, вот такие как тротуары, у нас переходят на следующий год. По улице Ивана Орбита сейчас подрядная организация завозит материал и готовит основание под грунтовую дорогу до улицы Охоринской. Это на участке от разворотной площадки до самой улицы на порядка 500 метров. По улице Ларионова на прошлой неделе мы завершили основные работы по асфальтированию. Остается у нас разворотная площадка и тротуары. По Суруна Маллона оставшиеся 70 метров мы также завершили. Остаются работы по тротуарам. В принципе, эти работы уже начаты. Дорожная разметка также нанесена. По мостовым переходам с Тюменского завода произошли отгрузки. В данное время выехало 4 транспортные единицы с металлоконструкциями. 2 машины находятся в Ангарске, 2 машины находятся в Иркутске. Соответственно, до закрытия ледовой переправы эти машины уже будут в городе и в республике. По микрорайону Северный получается строительство подъездных дорог 5-й категории. Ведется работа. Также на данном участке у нас работают специалисты стройконтроля, которые параллельно контролируют и строительство мостового перехода, и строительство подъездных дорог. В целом показатели по системе оперативного управления Тулон у нас будут обновлены сегодня в течение дня, ну и, соответственно, эти показатели вам перешли. Так, значит, мы с вами пришли к мнению, что
планы дорожного строительства и ремонта на 2020 год нам необходимо обсудить в Общественной палате. Да. Так? Значит, Общественная палата готова, они заинтересованы в содействии. Значит, я полагаю, что нужно сделать в режиме объезда. В режиме объезда, либо же сначала поставить техническое задание, чтобы подготовились. Значит, план работы совместный с Общественной палатой, пожалуйста, посмотрите. Так, и приглашайте Общероссийский народный фронт. Принято. Хорошо. Так, дальше. Мы с вами говорили о том, что нам нужно рассмотреть результаты, как была рассмотрена независимая экспертиза 2018 года, проведенной компанией «Синет». Какие работы значит, были проведены в рамках устранения тех недостатков, которые были выявлены в предыдущий период. Так. Дальше. Мы с вами по завершении работ, срок дорожных работ этого года у нас с вами по дорогам до 31 октября, по мостам до конца ноября, 30 ноября. Так? Значит, нам необходимо людям объяснить, какие работы в соответствии с контрактом по плану перенесены на следующий год. Хорошо. Точнее, не перенесены, а запланированы. Запланировано. Да, потому что сейчас у горожан значит, очень большой интерес, какие работы будут завершены до 31 октября, какие будут продолжены в следующем году. Надо пояснить, чтобы у людей не сложилось мнение, что что-то не успели, поэтому перенесли на следующий год. Нет, все по плану. И вообще, конечно, нужно поблагодарить наших горожан. Беспрецедентное внимание и довольно хороший, большой объем информации, который здорово нам с вами помог в части контроля за дорожным строительством. То, что мы весной наших горожан просили проявить максимальную бдительность, они на нашу просьбу откликнулись и помогли нам осуществлять повсеместный контроль по городу Якутску. Да, совершенно Многое верно. из того, что горожане сообщали, подтверждается, и вами были приняты меры, но кое-что, конечно, оно носило субъективный характер, но это нормально. Значит, далее, на наше письмо значит, с просьбой приехать к нам и помочь нам значит, в рассмотрении наших планов, проектировании там, и так далее на последующие годы откликнулся значит, Федеральное агентство. Да, Росдор-НИИ. Они командируют к нам людей, и это нам будет тоже большая помощь для объективного рассмотрения всех наших предстоящих планов. Это очень хорошо. Лабораторные исследования, которые вы начали впервые в этом году, тоже помогли. Я думаю, что сейчас 203-й микрорайон, вы получаете очень много благодарностей. Я не знаю, с чем это связано, может быть, с Днем дорожного, значит, работника дорожного строительства, но столько видеороликов с благодарностями вы, наверное, еще не получали, да? Тем не менее, значит, я понимаю, что дорогу 203-го микрорайона по завершении вы будете еще раз проверять инструментальными методами и впоследствии принимать решения. Потому что даже на наш с вами взгляд, как бы не все там так хорошо. Ну просто люди-то радуются, конечно, никакой дороги не было, а тут дорога появилась. Но вы как профессионал видите там определенные огрехи, так? Дальше. Значит, у нас с вами очень много объектов, которые в свое время не были завершены, и так они и висят, ни на чем балансе не находятся. Да. В том числе и Сергелявское шоссе, и по центру города у нас очень много объектов, которые не приняты. Эту многолетнюю историю надо завершать, каким-то образом закрывать эти вещи, принимать на баланс, потому что пока мы их не приняли на баланс, мы, соответственно, не можем финансировать их содержание. То есть ни уборка, ни какой-то ремонт текущий и так далее, ничего по этим дорогам не предусматривается, потому что де юре этого огромного количества протяженностей, несколько десятков километров, у нас на балансе не стоит. Да. Основные работы 31 октября закончите, и, пожалуйста, надо будет этим срочно заняться. Принято. Так, спасибо. Симонова Лидия Эдуардовна, отдел транспорта. Доброе утро. Прошедшая неделя работы отдела транспорта прошла в штатном режиме, состоялось совещание с перевозчиками, по итогам которого ведется дальнейшая работа по принятым решениям. Проведены публичные слушания, на которых внесены изменения в схему движения 3-го, 15-го, 35-го маршрута. Изменения будут с 1 ноября. 19 октября у нас проведен конкурс по маневрированию среди водителей. Название «Лучший водитель автобусного маршрута города Якутска 2019» в преддверии празднования Дня работника автомобильного транспорта, который состоится 25 числа. В регистре получателей государственных услуг из числа безработных 43 гражданина числится категории Б, ОД, и продолжаются работы по направлению в ООО, но как такового большого количества трудоустройства так и нет. Также МУП ЕПАК ведется дальнейшая работа по исправности работы светодиодных табло.
С 11 по 18 число зафиксировано 4 дорожно-транспортных происшествия по вине водителей автобусов. 4 из них с материальным ущербом, раненых и пострадавших нет. Это маршруты 4, 14, 18 и 25. Графики движения автобусов выполнены на 89%. Это с учетом погодных условий и гололедицы. Также просим структурные подразделения продолжать содействовать в дальнейшей оперативной подсыпке всех проблемных участков. Вот. А по инциденту на третьем маршруте 15 числа водитель был с 16 числа уволен от индивидуального предпринимателя без трудоустройства на другие маршруты из-за повторной жалобы на данного водителя. У меня все. Так, значит, мы с вами разговаривали о том, что, и такая же позиция у столичного ГИБДД относительно того, что маршрут номер 3 все-таки должен ходить сначала улицы Ярославского. И есть многочисленные обращения граждан, то есть по улице Ярославского от начала до конца у нас с вами ни один автобус не ходит, правильно? Да, и мы разговаривали по второму маршруту, что изменение второго маршрута. Да. И, значит, соответственно, подходили в пятницу, люди жаловались относительно того, что очень большие пробки создаются на улице Октябрьской в связи с тем, что вот это вот как раз поворот на улицу Ярославского третьего маршрута. Второго. Вот это, да, посмотрите, пожалуйста. Дальше. Значит, мы с вами говорим о том, что нам все-таки надо проспект разгружать. Верно. Да, 14, 15, там в начале 14, в середине 15 маршрутов идут по проспекту Ленина. И зимой, особенно в сильные туманы, конечно, затрудняется очень и движение, да, и потом мы видим около кинотеатра «Центральный» люди постоянно жалуются, автобус начинает останавливаться с пешеходного перехода. И бывает такое иногда, да, что людей высаживают и до ограждения, и, в общем, на самом деле это небезопасно все. Поэтому на комиссии рассмотрите, я не настаиваю. Если вы придете и скажете, нет, по проспекту должно ходить 20 маршрутов в связи с тем, что там нагрузка такая-то, то как бы, ну, мнение профессионалов я приму. Вместе с тем прошу этот вопрос рассмотреть на комиссии. Хорошо, внесу Дальше. Мы предложение. с вами договорились о том, что мы проведем совместное совещание, может быть, в рамках комиссии по безопасности дорожного движения, относительно подготовки к зимнему периоду в части утепления автобусов. И столичная ГИБДД с нами согласилась, и внесение изменений в конструкцию выхлопных газов относительно того, чтобы дым у нас с вами, значит, Уходила вниз. Да, уходил вниз. внесем на будущую Да, комиссию. пожалуйста, уже как до можно этого. быстрее, потому что бригадирам маршрутов, соответственно, водителям нужно будет подготовиться. На очередной комиссии рассмотрим. Когда? А у Евгения Николаевича будет комиссия, ее организовывает Домотов Валерий Афанасьевич. Подскажите, Не пожалуйста, затягивайте. когда? Не затягивайте, потому что водителям надо подготовиться. Сезон вот уже он практически начался. Хорошо. Спасибо, садитесь. Амирхан Мухарбекович, пожалуйста, Якутдорстрой. Можно к микрофону, а то просят, на прямой эфир не очень хорошо слышно. Спасибо. Доброе утро. Прошедшую неделю, значит, предприятие работало у нас в усиленном режиме. За неделю вывезено 3500 кубов снега. Значит, на противогололедные мероприятия израсходовано с начала октября порядка 2500 кубов речного песка. На подсыпку тротуаров было израсходовано порядка 200 кубов. Значит, тротуары мы почистили по графику проспект Ленина, Чернышевского, Хабарова. В работу, значит, на этой неделе по графику 28-30 числа у нас улица Дзержинского, 24-26 Богатырева, Пояркова. Так, прибордюрную часть. То есть все, что там, значит, у нас дорожники, ощущение было, что они разнервничались. До такой степени все засыпали песком, что просто превратили город в пляж. К сожалению, да, были Перестарались немножко. вынуждены были, потому что обледенение было очень серьезное, травматизм. Управы начали Хорошо. тоже заявки нам давать. Роман Сергеевич, пожалуйста, синхронизируйте графики уборки тротуаров, то, что будет делать Якутдорстрой по центральным улицам, да, и, соответственно, территориальные органы управления со своими дворниками, да, чтобы мы одновременно везде прибрались. Хорошо? Все, что разбросали, надо собрать. А потом опять снег, а потом опять и потом опять песок, и так мы будем с вами до весны. Потому что все, что мы сейчас разбросали, весной превратится в грязь. Уже, в общем, город довольно в неприглядном виде. Ну и обочины дорог. Обочины дорог у нас убираются с периодичностью раз в неделю. Разрешите не согласиться, поскольку, например, даже по проспекту Ленина около Академии наук на прибордюрной части те кучки снега, которые были собраны, они до сих пор лежат. Обратите внимание, я прошу, чтобы вы лично проехали, посмотрели,
потому что неравномерная уборка очень. Где-то видно, как будто прибрали, а где-то просто. Но прибордюрка – это ужас. Без содрогания на это смотреть невозможно. Поэтому просьба усилиться. Максим Макарович, я прошу вас рассмотреть, проанализировать даже, да, объемы финансирования Якутдорстроя и направление средств именно на уборку. Потому что мы с вами вчера разговаривали, и есть определенные вопросы. Ну и, к сожалению, те деньги, которые мы хотели направить на покупку для приобретения техники по уборке тротуаров, к сожалению, вы вынуждены были направить на погашение задолженности жилкомсервиса, поэтому в этом году нам купить не удалось. Но, Роман Сергеевич, как мы с вами разговаривали в субботу, приобретение на весну надо поставить, потому что весной это все повторится. Из последних сил все-таки тротуарную технику нам необходимо купить, ту, которую вот вы рекомендуете. Да, в этом году пришлось. Мы хотели купить, но поскольку у жилкомсервиса очень тяжелая финансовая ситуация, направили на погашение их задолженности налоговой. Поэтому просьба, коллеги, обратить на это внимание. Спасибо. Так, Якутская Кассетия, пожалуйста. Как ваша позвонковая система? Доброе утро, уважаемые участники совещания. Оперативная обстановка в целом удовлетворительная. На прошлой неделе получили 4 единицы техники, оформили, запустили на линию. В связи с этим пересматриваем маршруты движения данных транспортных средств. Провели апробацию установки бункера 8-кубового с портальной загрузкой. Где вы его поставили? На Крестьянском рынке и на Короленко-2. В принципе, очень хорошие отзывы от юридических лиц к нам поступают. Вот. Что касается позвонковой системы, отрабатываем в настоящее время с автодорожным округом, утверждаем, определяем маршрут движения автомашины. Будем, если все получится, то будем вводить с 1 ноября уже начисления по частному сектору, там, где у нас будет согласование с жителями. Также плотно ведем работу с Якутским комитетом охраны природы по соблюдению 89-го федерального закона по заключению договоров с Якутской Кассетией с юрлицами. Вот. И также мы отрабатываем плотно с профильным министерством по изменению территориальной схемы обращения с твердыми коммунальными отходами. Актуализируйте мне, пожалуйста, по состоянию на сегодня информацию о заключении с вами договоров муниципальных учреждений и предприятий, акционерных обществ с долей города, да, и, значит, так, по мерзлым бытовым отходам с жилкомсервисом достигнута договоренность определенная или нет? Это Сарнова, мы только завершаем расчеты, еще не урегулирован вопрос. Ясно, хорошо. У глав территориальных органов есть вопросы к Якутской Кассете? Ситуация выравнивается или нет? Разрешите вопрос? Сарнава Владимировна, центральный округ стремится к лучшему. В принципе, улучшилась ситуация, получше стало. Владислав Владимирович, по поводу ежемесячных расчетов за те объемы, которые вы вывозите на полигон, пока без оплаты. В жилкомсервисе сложная ситуация с текущими платежами. Но так как основной объем утилизации идет через вашу компанию, все-таки я настаиваю на том, чтобы вы рассмотрели ежемесячные платежи. Объем ежемесячных платежей – это 8 миллионов. Вы пока ни копейки не перечисляете. Поэтому вы должны определиться, и часть средств, которые вы получаете и все-таки вывозите на полигон, вы должны оплачивать. Мы знаем об этом, да. Владислав Владимирович, прошу придерживаться тех договоренностей, которые были достигнуты. Хорошо. Спасибо, пожалуйста. Так, Светлана Николаевна Василенко, вы проводили рейд, я хочу услышать результаты. Доброе утро. Провели рейд с участием контрольно-надзорных органов, проверено 9 предприятий и дополнительно еще проверено одно предприятие управой Губинского округа. Из 9 7 нарушений и 2, которые не вызвали нареканий. Информацию мы вам направили всю в письменном виде. Нет, но у меня эта информация есть. Мы в прямом эфире. Я хочу, чтобы горожане услышали, в отношении каких точек вы проверяли, какие распространенные нарушения, какие меры приняты. Так, у нас проверен мини-бар «Берлога» по Кальвице 5. Тут выявлено нарушение тишины и покоя граждан. Он где располагается? Он по Кальвице 5К. В смысле, в жилом доме или в спальном районе, где он располагается? Это сейчас не скажу. Ну вы же там были. У нас выезжала комиссия.
Далее, информация вся направлена по... Где этому- находится Александр Александрович? Понятно. Шумят, да? А там жилые дома рядом, получается? В аренде? Так, вот скажите-ка мне, это у вас, да, значит, арендовали под нестационарный торговый объект на территории промышленного, по-моему, да, под что, я не помню, а фактически находится там у вас пивбар? Да, есть такое. Мы направили документы в управление муниципального контроля, чтобы они обследовали, нам дали акт, и мы с ними расторглись. Так, в этой связи, значит, Светлана Николаевна, совместно с главами территориальных органов управления, значит, до 1 ноября проведите сплошное тотальное обследование схемы размещения нестационарных торговых объектов. То есть вы выдаете, значит, представителям малого и среднего бизнеса для того, чтобы они осуществляли торговлю какими-то полезными, значит, товарами и продуктами, оказывали какие-то услуги, а по факту оказывается, что там пивбары. То есть вы, тем, что вы не контролируете данную ситуацию, значит, с вашего попустительства, со всех коллеги, вы тоже соучастники того, что, значит, вот в городе такое количество лжекафе и этих разливаек всяких. Ну, на самом деле, все нестационарные и объекты имеют специализацию. Да. Договора заключаются управами, и, соответственно, на территории управы специалисты по торговле все отслеживают. Так, и, соответственно, Александр Александрович, поскольку на вашей территории это выявлено, значит, определите мне виновного, кто за это отвечает в соответствии с должностной инструкцией, кто должен контролировать эти нестационарные торговые объекты. Хорошо, принято. Тут, вы знаете, или разгильдяйство, или сговор. Одно из двух. Выясняйте все. Так, спасибо, садитесь. Управление образования. Доброе утро. Учебно-воспитательный процесс в городе идет по плану. По ОРВИ дошкольники болеют 10,3%. Вот 7 групп у нас закрыты временно по ОРВИ, 3 группы по ветрянке. И один ребенок с 24 сентября выявлен коклюш. По школам болеет 4,7%. Вот один класс, в одном классе, в 29-й школе, приостановлен учебный процесс в связи с болезнью детей. По вакцинации у нас картина стала лучше. Вот, по дошкольникам дети привиты 49,5%, отказов 15,3%, методводов 13%. По школам 56,16%, отказов 27,8% и методводов 15,9%. Болеет 24,7% болеет. По преподавателям у нас привито 75% учителей, так, временно болеют 19%. На той неделе в Табаге начали работу с кадровым резервом. Это руководители проектов, будущие директора, заведующие. Также начали работу по подготовке кадров по национальному проекту образования «Цифровая образовательная среда». Так, значит, вы сейчас проводите работу по оптимизации численности, и в том числе, в первую очередь, численности заместителей директоров. Значит, работа у вас планомерно проводится, продвигается правильно. Значит, итоговые данные вы обещали мне предоставить на этой неделе. Сегодня, да. Да, итоговые данные по уже проведенной работе и планам дальнейшей оптимизации. Хорошо. Но оптимизация численности, мы говорим только об оптимизации численности управляющего персонала, а также, значит, того вспомогательного персонала, который, в общем, может быть, форма работы изменена. Ни в коем случае речь не идет об учителях и воспитателях, это основной персонал, мы их ни в коем случае не трогаем, мы их должны только поддерживать, так? Значит, те нарушения, которые выявлены в работе централизованной бухгалтерии управления образования, значит, справка на этой неделе будет, да, Ольга Николаевна? Обращаю ваше внимание, что завышение централизованной бухгалтерии зарплаты себе любимым на 26%, но это никуда не годится. Все приводить в соответствие.
Значит, и по управлению культурой у нас, Антонина Николаевна, такая же была история. Вы здесь, да? Здравствуйте. Такая же история. Нормативное начисление главного бухгалтера управления культурой 167,7 тысяч в месяц. Ну это что такое? Это больше, чем у первого заместителя главы города Якутска. На порядок причем. Приведите все в соответствие. Все должно быть адекватно. Далее, значит, я получила предписание контрольной счетной палаты, Руслан Петрович, относительно заработной платы, значит, прочих категорий работников дошкольных образовательных учреждений. Предписание выписано совершенно неправильно. Не представляется возможным его исполнить. Здесь, значит, ваши коллеги пишут о том, что в бюджете города Якутска не предусмотрели 421 миллион, значит, существует риск задержки заработной платы. Вот я теперь поняла, откуда в средствах массовой информации, в соцсетях распространяется информация о том, что в бюджете города Якутска якобы забыли 400 миллионов на зарплату работников дошкольных учреждений. Это не так. Это совершенно не так, конечно. Задержек не будет. Более того, значит, Руслан Петрович, эта история очень давняя. Это, значит, проверка пока идет только. Но предписание... А если такая, значит, выявлено нарушение, мы имеем право предписания. Это предписание до окончания Руслан направлять. Петрович, еще раз, абсолютно не согласна. Нарушения никакого нет. Послушайте, пожалуйста. Да. Хорошо, еще в феврале 2018 года глава города Якутска Айсен Сергеевич Николаев обращался в правительство Республики Саха-Якутия, значит, для того, чтобы решить эту правовую коллизию, которая на сегодняшний день имеется. Затем в августе 2018 года по этому же вопросу уже к главе республики, значит, Айсену Сергеевичу Николаеву обращался Дмитрий Дмитриевич Садовников по этому же вопросу. И начиная, значит, с этого года эти письма уже и в Министерство образования пишет Управление образования, в Министерство финансов пишу я, и мы общаемся с Айсеном Сергеевичем и находим решение совместное. Дело в том, что в соответствии с методическими рекомендациями Министерства образования Российской Федерации указанные категории работников должны финансироваться из республиканского бюджета. Прописано в документах Министерства образования Российской Федерации. Вместе с тем, в 2014 году было принято постановление правительства Республики Саха-Якутия, в которой финансирование заработной платы данной категории почему-то не указано. Мы считаем в данном случае, что идет прямое нарушение, и поэтому мы не то чтобы забыли в бюджете городского округа город Якутск, мы считаем, что это должно сидеть в субвенциях, которые получает город Якутск на, значит, на финансирование деятельности, вот, в том числе дошкольных образовательных учреждений. Поэтому это принципиальная позиция, и мы не включаем это в бюджет городского округа город Якутск, потому что это не должно финансироваться из местного бюджета. В предыдущие годы действительно финансировалось из местного бюджета, но вы знаете, года были попроще. Сейчас, когда мы с вами имеем, значит, дополнительные расходы, которые в предыдущих годах не было, ну, в том числе погашение по ГЧП и так далее, мы уже не в состоянии платить из местного бюджета. И поэтому настоятельно просим, и, к счастью, мы получаем поддержку у Айсена Сергеевича, который прекрасно эту ситуацию знает и поддерживает позицию города Якутска, поэтому в ближайшее время Министерством финансов этот вопрос будет решен. Поэтому мы эту строчку в бюджете города Якутска отражать не должны и не будем. Ну и более того, 421 миллион, который вы указываете нам в предписании, это нормативное начисление по штатному расписанию, фактические расходы составят где-то порядка 210 миллионов, так? Хорошо. Поэтому просьба, значит, давайте мы в рабочем порядке по этому предписанию отработаем с вами, оно немножко неправильное. Так, есть еще что добавить? Да, хорошо, пока проверка еще не закончена, окончательная, значит... Ну, проверка не закончена, предписание есть. Но по этому представлению, значит, будем отрабатывать, конечно. Хорошо, спасибо. Так, пожалуйста, департамент градостроительства. Всем доброе утро. На прошлой неделе департамент отработал в плановом режиме. У нас состоялась встреча с МФЦ по поводу качества оказания муниципальных услуг департамента градостроительства. За последний квартал у нас увеличилось количество просрочек. В связи с этим мы с МФЦ собрались и приняли некоторые решения для улучшения данной ситуации. Также у нас состоялось совещание с управлением образования по поводу строительства школ на ближайшие несколько лет. Мы поставили приоритеты по нашим объектам. В
первую очередь поставили коррекционные школы, которые планировалось строить за счет государственного бюджета в рамках ГЧП-2, но как такового решения в настоящее время не принято. В связи с этим в ближайшие годы будем пытаться строить данные школы. По Короленко 25 на прошлой неделе у нас поступило очередное заявление на выдачу разрешения на строительство. Предварительно документы рассмотрены, опять есть замечания. В связи с этим с УГСЖН у нас, согласно протокола Республики Саха-Якутия, прокуратуры Республики Саха-Якутия, состоялась встреча. Мы рассмотрели данные замечания, в том числе с УГСЖН. Тоже пока планово решили на этой неделе еще раз встретиться. Но он понял, что он должен исправить? Да. То Опять есть, вроде понял, да? Ко мне навстречу подходил сам проектант, помощник проектанта с жителями. Мы рассмотрели предварительно эти замечания. Официально постараемся сегодня-завтра мотивированный отказ направить. Но они не успеют исправить что-то до тех пор, пока вы не выпишете мотивированный отказ? Там замечания, в том числе отсутствие экспертизы, оригинала экспертизы проекта. Так, и вы с Департамент экономики, Марина Петровна, на прошлой планерке я давала поручение объявить о начале экспертизы муниципальных нормативных правовых актов на предмет избыточности. Пока распоряжений не вижу, но предварительно опора России, Общественная палата города Якутска, отдельные депутаты Государственного собрания Илтумен готовы присоединиться к этой работе. Ну и я думаю, что надо будет выносить, конечно, в соответствии с положением на общественные слушания, чтобы каждый мог внести свои предложения по изменению тех или иных муниципальных нормативных правовых актов. Но там ваш блок основной, ваш и земельщиков, соответственно, поэтому держите это на контроле. Спасибо. Так, департамент ЖКХ. Здравствуйте. По прошлой неделе доведенные параметры по бюджету внесены в ЦК планирования, рассмотрены доклады для внесения на парламентский час по проблемам пропускной способности газовых сетей и содержания безнадзорных животных. Также участвовали в объезде по текущему состоянию бесхозяйных сетей, принято решение о дополнительном изыскании финансирования за счет текущих источников, по многоквартирным домам. Провели совещание, участвовали в совещании по проблемам приюта безнадзорных животных. Дано поручение рассмотреть возможность установки видеонаблюдения для, получается, чтобы фиксировать текущую ситуацию, недовольство граждан. Также В смысле, вы хотите постоянно в режиме онлайн, чтобы люди видели, что происходит в пункте? Фиксация текущих жалоб и как это происходит вообще у сотрудников приюта, то есть чтобы двухсторонняя была, связь получается. Хорошо. Получен план работы от МКУ СГХ с управляющими организациями. На этой неделе внесем свои корректировки, направим на согласование курирующему заместителю, по вашему поручению. Так, пожалуйста, сегодня свяжитесь с Департаментом ветеринарии Республики Саха-Якутия. Все-таки мы не можем дождаться нормативных документов, которые должны быть приняты для того, чтобы мы могли начать нормально функционировать в 2020 году. Да. Речь идет о двух постановлениях правительства Республики Саха-Якутия, которые должны выйти. Так? Первое – о деятельности приютов. Второе, собственно, об организации работы. Есть информация о том, что новый закон об ответственном обращении с безнадзорными животными может быть отложен на какое-то время. Информация только есть, но законодательных актов никаких нет. На дворе уже фактически ноябрь. С 1 января 2020 года на территории вообще всей Российской Федерации мы должны жить по новому закону, в соответствии с которым довольно такие мероприятия обширные по стерилизации, по вакцинации и по пожизненному содержанию отдельных видов животных. Никаких документов с вышестоящих органов у нас до сих пор нет. В этой связи нами направлено письмо депутатам Государственного собрания Илтумен с просьбой инициировать законопроект о сложении полномочий с городского округа города Якутск по работе с безнадзорными животными. Вы знаете, что в свое время эти государственные полномочия были переданы городу Якутску, но переданные на сегодняшний день они недостаточно финансируются. И до тех пор, пока МОК Жилкомсервис финансировал часть выпадающих расходов за счет собственных доходов, но сегодня Жилкомсервис не в состоянии дальше за свой счет проводить все необходимые работы. В этой связи все-таки прошу это взять на контроль с Департаментом ветеринарии, сегодня свяжитесь. Хорошо.
Проблема серьезная на самом деле. Так, хорошо. Главстрой. Доброе утро. Плановая работа прошлой недели немного у нас омрачилась тем, что на 203-м микрорайоне нас все-таки по асфальтированию разворотной площадки мы пробили газопровод при планировке дорожного основания. Но это связано было с тем, что все-таки газопровод этот оказался на глубине, не соответствующей нормативу. Сколько там он, 20 сантиметров, да? Да, там где-то 20-30 сантиметров всего Вот было углубление. у меня вопрос. Как этот газ... Тем более его признали, как бы сейчас признают бесхозяйным, да? Вы определили, к какому дому он шел? По информации Сахатранснефтегазбыт, действительно, они, как нас информируют, что этот газопровод бесхозный сегодня находится, а у города на сегодняшний день отсутствует соглашение об эксплуатации бесхозных сетей газоснабжения. По нормативам газопроводы должны быть на глубине метр, да. не менее метра, Не менее правильно? 1 метра, да. И в результате, значит, по схемам, когда мы работали на данном участке, по схемам, по планам, никакого газопровода как бы де юре не существует. Совершенно верно. Ну и то, что он располагается на глубине всего 20 сантиметров, это, конечно, вы в Ростехнадзору в должном порядке все сообщили, уведомили. Ну, мы сегодня, да, вот сейчас мы договорились провести совещание у Евгения Николаевича. Мы пригласим соответствующих структур и дальнейшие действия определим. Ну и аналогичная ситуация, я так понимаю, у нас произошла на Петра Алексеева, когда начали работать да. с водопроводом. Водопровод вообще не должен был находиться в этом месте. Он был там у вас левее или правее по документам, которые есть, а фактически оказался там, где начали работать дорожники. Да, прямо на съезде он оказался. Ну вот это общая системная у нас проблема с сетями, которые располагаются там, где они не должны располагаться, либо же вообще по документам их нет. Да, поэтому... Ну ладно. Будем потихонечку. По социальным объектам работа ведется в плановом режиме. Дорожная карта выдерживается? В целом, да. Немного у нас беспокойство возникает все-таки по прохождению экспертизы сметной части школы Кангаласа. Но работаем с Верой Алексеевной, отрабатываем эти вопросы. Так, Вилюйский тракт и Толстого 20. Вилюйский тракт мы на прошлой неделе запустили тепло. Значит, с проектной организацией мы тоже сегодня мы подписываем договора именно по текущему ремонту. По Толстого 20 на этой неделе остается у нас 3 раздела, которые необходимо устранить замечания по госэкспертизе. Надеемся, к среде. Вы в графике? Проект, да, в целом в графике, но уже график у нас уже подходит. Евгений Николаевич, на контроль тоже дополнительно возьмите. График сегодня сверьтесь. На Хорошо, если есть какие-то угрозы, то надо сразу в правительство сообщать. На этой неделе мы запланировали с Евгением Николаевичем тоже в объезд именно социальных объектов сделать. Так, хорошо, садитесь. Так, Тулагина Кильдямцы, вы там этот детский сад передали, нет, из управления образования в управление культуры или куда вы хотели? В связи с тем, что ПТСК финансовое состояние такое не очень хорошее, мы решили до весны отопление отключить, а передача вот этого здания, старого здания детского сада, будет произведен в школе Тулагинской. Это с весны уже начнется. Управление образования подтверждаете это, да? Что вы принимаете в школу это здание старого детского сада? Так, отработайте. Система вся слита? Там же есть еще резервуары с водой и все, Да. чтобы не Полностью 16 числа слита. Консервацию проведите как следует. Хорошо. Чтобы в последующем не было никаких проблем. Так, Наталья Романовна, пожалуйста. Доброе утро, коллеги. 15 октября прошлую неделю был объезд объектов с комиссией Минпросвещения Российской Федерации по проверке строящихся и введенных для создания дополнительных мест в дошкольных образовательных учреждениях города Якутска в рамках национальных проектов образования. В общем, оценка хорошая, удовлетворительная. Всего был осуществлен объезд 6 объектов, 2, которые достраиваются, а остальные все они на сегодняшний день функционируют. В общем, оценка хорошая. Так, дальше по вакцинации дополнительно скажу, что
В школах 74,6% от плана провакцинированы, в детских садах 72% от плана, если вот так идти. Так, по объектам ГЧП, Госэнергомонтаж, 25-я школа, разрешение Пожнадзора и Роспотребнадзора получили, документы поданы на лицензирование. Разрешение завтра положительное получит детский сад «Семицветик». В 6-ю школу сегодня выезжает повторное лабораторное исследование системы вентиляции. Разрешение в дошкольных образовательных учреждениях Роспотребнадзору не могут получить по причине отсутствия защитных экранов на радиаторах. Так. На этой неделе были проведены мероприятия, посвященные ко Дню матери в Республике Саха-Якутия. На сегодняшний день мы проводим работу по подготовке ко Дню единства. План по городу Якутска и по республике он утвержденный. В среду мы планируем провести рабочее заседание по форуму «Женщины долины Туймата». У меня вкратце все. Спасибо. Евгений Николаевич. Да, доброе утро, Светлана Владимировна. Доброе утро, коллеги. Строительный блок отработал на прошлой неделе в плановом режиме. На этой неделе у нас в планах доведение до конца работ по БКАДу, выход в полный рост на работы по благоустройству, ну и сейчас вот решение оперативно возникших вопросов, связанных с разворотной площадкой на 203-м микрорайоне. Значит, на прошлой неделе в пятницу провели совещание по результатам протокольного совещания в Республиканской прокуратуре совместно с УГСЖ и Минстроем по проблемным объектам. Конкретно по Короленко 25, значит, достигнута договоренность с УГСЖ и Минстроем согласно корректировке ПСД совместно с застройщиком в рамках протокольных поручений Республиканской прокуратуры по соцобъектам Толстого, Вилюйский тракт, Кангаласа, как сказал Алексей Михайлович. Пока находимся в дорожных картах наших, значит, на этой неделе запланирован выезд с актуализацией дорожных карт. На прошлой неделе проведен ряд наших комиссий, ПЗЗ, ППТ, ПМТ, публичные слушания и совещания по договорам развития застроенных территорий. Ну, вкратце все. Спасибо. Роман Сергеевич. Доброе утро. На прошлой неделе у нас была плотно проведена работа, связанная с строительством нового полигона, а также сортировочного завода по твердокоммунальным отходам. Также состоялась командировка в город Москву. Проведено ряд встреч с участием министра ЖКХ Садовникова Дмитрия Дмитриевича. В принципе, определена дорожная карта на сегодняшний день, планы мероприятий и, соответственно, сроки реализации, в том числе и с вопросом рекультивации действующего полигона. Также на прошлой неделе активно работали по формированию затрат на 2020 год. Сегодня у нас по плану совещание с Якутской городской думой, постоянно действующей комиссии по ЖКХ. Соответственно, там будем проблемные вопросы уже обозначать еще. Так, мы с вами, с коллегами вчера рассматривали план на 2020 год по содержанию и ремонту тротуаров. Цифры, которые там есть, они немножко, как бы, мне кажется, пропорционально неправильно, да, размещены, поэтому просьба совместно с Максимом Макаровичем рассмотреть. У нас по городу Якутску в безобразном состоянии тротуары. Мы собирались с главным архитектором, собирались с управлением дорог, значит, и говорили о том, что нам нужно понимать, вот есть у нас планы, например, по малому кольцу велодорожек, есть планы по большому кольцу велодорожек, в принципе, мы там к ним приступаем, да, но вот центр пешеходный нам необходимо тоже, соответственно, делать планомерно. Не все деньги разбрасывать по всему городу, да, там 2 плитки поменяли, тут там одно ограждение поменяли, да, а все-таки делать кусками. И прежде всего думать о маломобильных гражданах,
думать о молодых мамах с колясками, думать нам необходимо о людях с ограниченными возможностями здоровья, там, если даже с тросточкой ходят. Ну и, как ни странно, велосипедисты к ним же, потому что они там же ездят, ну, собственно говоря. Да? Поэтому для удобства этой очень большой категории людей нам все-таки надо имеющиеся небольшие средства в бюджете, да, саккумулировать так, чтобы из года в год делать большими кусками, а не, повторюсь, там 17 точек по всему городу, и никакого эффекта нет абсолютно. Далее, по реестру санитарных точек работа как у вас продвигается? На прошлой неделе было проведено ряд совещаний, в том числе с участием представителей Роспотребнадзора и Управления архитектуры. Пока информацию по последнему совещанию у меня нету, но, во всяком случае, планируем до середины ноября, по сути дела, завершить эту работу. Останется только точечные проблемы. Потому что мы с вами должны ежеквартально обновлять реестр. Значит, у нас с вами 3-й квартал закончился, но хотя бы в 4-м квартале нам необходимо этот реестр обновить. Обновленный реестр необходимо подписать, утвердить соответствующим образом. По городу очень много неутепленных труб, голые трубы до сих пор есть, поэтому значит, совместно с управами вам надо объезд делать или что-то, чтобы эти голые трубы все обвязать. Ну и вопрос, в котором мы пока никак не продвигаемся, хотя население готовы, люди проявляют очень высокий уровень сознательности в части раздельного сбора мусора. Поэтому просьба, Роман Сергеевич, на вашем уровне собрать предпринимателей, которые занимаются сбором значит, определенного вида отходов, в части имеется в виду пластик, значит, алюминий собирают, батарейки собирают, да, значит, куда-то отправляют. Какая им нужна помощь для того, чтобы, значит, усилить эту работу, потому что, повторюсь, люди готовы. Люди готовы, и, к счастью, все понимают, насколько это важно и необходимо для сохранения вообще экологической ситуации и природы в целом. Так, хорошо. Максим Макарович. Добрый день, Светлана Владимировна, уважаемые коллеги. На этой неделе завершаем работу по уточнению проекта бюджета 2019 года. И должны до 25 числа проект бюджета 2020 года внести уже на рассмотрение соответствующие органы, Счетную палату, прокуратуру и городскую думу. На прошлой неделе мы проводили ряд встреч с ГЭМом по ГЧП. Вопросы были в части техобслуживания, внесения изменений в соответствующий регламент техобслуживания и вопросы расчетов по субсидиям. Проводили встречу рабочую с налоговой и с нашими ведомствами по двойным адресам в системе ФИАС. Там тоже намечен план работы совместно с ресурсно-снабжающими организациями. Так, у меня такая просьба еще к нашим ГРБСам. Мы проводили совещание 2 недели назад по национальным проектам. Есть ваше поручение, Светлана Владимировна, которые вы давали весной. Просьба такая, работу эту углубить, точнее изучить, где мы можем в 2020 году принять участие. Достаточно большое количество региональных проектов в рамках нацпроектов, поэтому необходимо нам здесь работу усилить. Ну, мы будем с ГРБСами собираться не реже, наверное, раза в месяц, чтобы понять, где дальше мы можем принимать участие. По ППМИ на сегодняшний день сколько заявок готово? Ну, пока не было заявок. Ну, понятно, что они сейчас еще не оформлены, срок там еще есть, да, но сформировано сколько? Например, в Октябрьском сколько у вас сейчас? Да. Пока одна, да? В Центральном? 2. Какие объекты или какие проекты? Значит, один объект идет вот по Яркова, там по благоустройству территории дворовой. Одна. Ну и второе тоже там Амосова 4 выходили, ну и еще и дворец детства. Но посмотрим, подключится они, получится или не получится. Ну, 2 уже, в принципе, готовы. 3 вот сейчас на подходе дворец детства. Так, ИП Харисов у вас провалился, да, все-таки? Амосова 4/1 провалился. Отказали. Так, с ИГХ вы же сейчас расторгаете с ним договор, да? Обязательно добейтесь включения в реестр недобросовестных. Обязательно, потому что в следующем году в различных конкурсах он опять всплывет. ИП Харисов же у многих, да, сейчас на контрактах. В Табаге он, по-моему, есть, да? У нас завтра в УФАСе рассмотрение с ним уже будет. Держите на контроле, чтобы он больше не появлялся вообще в городских закупках. Так, хорошо. Евдокия Ивановна, пожалуйста. Доброе утро.
На прошлой неделе прошло 4 заседания постоянных комиссий Якутской городской думы. В основном рассматривали вопросы о реализации муниципальных программ, итоги за 9 месяцев. Ну, надо отметить, что практически вот те программы, которые мы рассмотрели, реализация идет, ну, скажем, неплохо, где-то лучше, где-то хуже, но в целом, скажем, согласно кассовому плану, практически нет каких-то вот таких больших расхождений. На этой неделе у нас работа эта будет продолжена. Также проводятся 4 заседания комиссии, 2 заседания комиссии по городскому хозяйству и экологии, комиссия по градостроительной политике и архитектуре и комиссия по бюджетно-экономической политике. Ну, хочу отметить, Сардана Владимировна, на прошлой неделе состоялся правительственный час о проблемных вопросах при предоставлении земельных участков многодетным семьям и обустройстве инженерной инфраструктурой. В целом вопрос по республике, конечно, это очень сложный. Количество многодетных семей, которые состоят в очереди, довольно большое. И из тех по республике в целом выделено более 9 тысяч участков, и только 1500 из них обеспечены инфраструктурой, 7,5 тысяч не обеспечено. И на это требуется порядка, около 6 миллиардов рублей в целом по республике. По городу у нас, мы тоже понимаем, что ситуация сложная, очень много существует объективных причин для этого, и мы видим, что практически уже нет земельных участков, которые, вот, скажем, готовы раздать. Ну, отмечено было, что проводится большая работа агентством по земельным отношениям по перепрофилированию с федеральным центром в том числе. Город представлял Игнатий Пионерич, он ответил на все вопросы, которые, и в том числе очень непростые были вопросы по городу. Ну, очень, скажем так, достойно представил город. Из тех 400 миллионов, которые выделены в этом году из государственного бюджета в целом на республику, 103 миллиона на город. Это из государственного бюджета республики, 44 миллиона из местного бюджета. Работы ведутся по газификации. Срок окончания 31 октября. Ну, большая просьба взять на контроль этот вопрос, потому что он действительно очень непростой. Поэтому требует, скажем, такого большого внимания. И у меня еще большая просьба вот по сегодняшнему заданию, которое вы дали по дорогам, по обсуждению с Общественной палатой, просьба подключить также депутатов городской думы к обсуждению этого вопроса, поскольку интерес, конечно же, есть. Все, спасибо. Кратко все. Да, относительно участков для многодетных семей. Значит, на прошлой неделе документы города Якутска по формированию земельных участков, точнее передачи земель лесного фонда, значит, в город Якутск. Эти документы поступили на подпись председателя правительства Российской Федерации Медведеву. Значит, надеюсь, многолетняя работа, которая была, значит, предшествовала этому, она будет завершена. Участки перейдут, значит, в ведение городского округа города Якутска, и затем уже наша внутренняя работа относительно формирования. Полагаю, что где-то 1500 участков там должно получиться. 1500 участков должно получиться. Мы, значит, соответственно, направили, значит, депутатам Государственного собрания Илтумен обращение относительно отмены, значит, внеочередного предоставления земельных участков многодетным семьям. Сразу поясню, почему. Звучит, наверное, это диковато отменить право внеочередного, но вместе с тем. Наша позиция заключается в том, что земельные участки многодетные должны получать в соответствии с той очередью, городской очередью, которая установлена. На сегодняшний день все многочисленные нарушения, значит, в части предоставления земельных участков связаны именно с тем, что находится некая молодая семья, на которую очень быстро формируется земельный участок, очень быстро, минуя все очереди, значит, с ускоренным темпом оформляются земельные участки и в лесном массиве, и на дорогах, и где только нет. Значит, поэтому есть мнение, что это не очень обычные, может быть, многодетные семьи, а некие, которые имеют доступ к информационным базам данных и так далее.
И вместе с тем масса заявлений в агентстве земельных отношений ко мне поступает от многодетных семей, которые годами стоят в очереди и не могут получить земельные участки. В этой связи мы инициируем, чтобы на территории городского округа город Якутск земельные участки многодетным предоставлялись, повторюсь, в соответствии с имеющейся городской очередью. Потому что у меня есть опасения, что когда мы сейчас сформируем 1500 земельных участков, опять могут получить земельные участки те, кто шустрее с конца очереди или вообще не состоящие в очереди, да, раз многодетные, обязаны мы им предоставить. А хотелось бы, наша задача муниципалитета сдвинуть городскую очередь. Сегодня там состоит порядка 6000 многодетных семей, которые годами ждут, не могут получить. Более того, дети взрослеют, дети выходят из возраста, начинают жить самостоятельной жизнью. Такая семья теряет право на приобретение земельного участка. И поэтому, конечно, здесь наша задача с вами общая. Я думаю, что городская дума нас поддержит вот в этом. Игнатий Пионерич об этом тоже говорил на этом правительственном часе, но там никаких решений не принималось. Но я думаю, что те депутаты Элтумена, которые там присутствовали, они тоже услышали это. И надеемся, что это куда-то протокольно, да? Это да, куда-то войдет. Хорошо, спасибо. Так, уважаемые коллеги, ну, значит, погода нам исключительно благоволит для того, чтобы мы успешно завершили все то начатое, которое мы должны, значит, своевременно закончить. Прежде всего, речь идет о дорогах. Срок у нас с вами по контрактам по дорогам до 31 октября, по мостам до конца ноября. Все, значит, необходимо уложиться, усилить контроль. Значит, второе, все-таки это дополнительный шанс еще лучше подготовить город к прохождению зимы. Поэтому просьба, значит, те хвосты, которые есть по подготовке к зиме, подтянуть, те проблемы, которые на сегодняшний день тоже подтянуть. Есть вопросы по капитальному ремонту. Есть вопросы по капитальному ремонту многоквартирных домов, которые проводятся республиканским фондом. Значит, соответственно, главы административных округов, если есть какие-то текущие вопросы, необходимо Роману Сергеевичу довести до сведения, чтобы совместно с Министерством ЖКХ они отработали. Работа детских учреждений под особым контролем. Меня очень обеспокоило случай заболевания коклюшем. Значит, в течение дня прошу мне предоставить информацию, был ли ребенок привит, какие меры профилактически принимались, значит, ну и возможные последствия. Потому что очень давно в городе не было коклюша, и вот мы с Евдокией Ивановной с удивлением эту информацию восприняли. Ну и настороженно, конечно, потому что единичный случай, ну так не бывает, это же дети, они в коллективе, поэтому нужно беспокоиться в этом смысле. Спасибо большое, всем удачной недели.